Буквально вчера в Якутии завершились выборы главы республики, депутатов республиканского парламента. Также избран ряд глав районных администраций и муниципальных депутатов. Курс на развитие республики определен. Командная работа будет продолжена в прорывном темпе. И теперь для этого есть крепкий фундамент. Это прямое поручение президента Российской Федерации. Будет мост, а значит и новая веха в развитии Якутска, республики и всего северо-востока страны. Но обо всем по порядку обсудим в студии. Это программа «Якутия Лайв». С вами Ирина Ефимова. На прошлой неделе темой номер один стало представление мастер-плана города Якутска президенту нашей страны Владимиру Владимировичу Путину. И президент обратил внимание на ключевые ориентиры. Давайте посмотрим выдержки из его выступления, а затем продолжим обсуждение. Нужно включить в план социально-экономического развития якутской агломерации меры по завершению строительства моста через реку Лену. Об этом мы много говорим в последнее время. Установить срок окончания работ. Что бесконечно тянуть нельзя. Мы знаем, что такое долгострой, знаем, как меняются ценовые параметры при этом долгострое. Кроме того, необходимо привести в нормативное состояние дорожное покрытие федеральной трассы Колыма. Вот то, что нам сегодня показывали, эти картинки, да, и то, что водители говорят на дорогах, это, так невозможно продолжать здесь экономическую деятельность. Необходимо ускорить строительство моста через реку Алдан в Якутии, о том, о чем сейчас было только что сказано. Определить конкретные сроки. Прошу завершить к 2030 году расселение граждан из аварийного жилья, признанного таковым на 1 сентября текущего года по Жатайской судоверфи. Я прошу коллег из правительства совместно с руководством Якутии принять меры по завершению первого этапа ее модернизации. При необходимости рассмотреть возможность передачи федерального пакета акций этого предприятия в собственность региона. Прошу правительство взять под контроль завершение строительства комплекса зданий Высшей школы музыки в Якутии, чтобы талантливые ребята могли учиться в современных комфортных условиях. Предлагаю установить срок ввода в эксплуатацию до 2026 года. Действительно помню свое посещение этой высшей школы. Производит невероятное впечатление, когда смотришь, как это все происходит в тех сложных климатических условиях, в которых эта школа функционирует. Рассчитываю, что принятые сегодня решения в целом положительно отразятся на экономике и социальной сфере всех трех городов, дадут дополнительный импульс к их развитию. Ну что ж, первый и главный вопрос, который сейчас решается, это строительство моста через реку Лена. Вслед за поручением президента 8 сентября получено положительное заключение глав госэкспертизы России. Ну, все мы знаем, понимаем значимость, но это развитие транспортного узла всего северо-востока России, да, транспортная связанность страны, да, всей, соответственно, рост экономики, но вообще какие первостепенные задачи сейчас по этому направлению стоят? Так, как вы уже отметили, Ленский мост у нас объединяет автомобильную дорогу Вилюй с федеральными автомобильными дорогами Лена и Колыма, и также свяжет Восточную Сибирь с портами Охотского моря, да, это путем транспортного коридора от Иркутска до Магадана. И на сегодня вот в рамках конституционного соглашения, которое подписано между правительством республики и консорциумом группы компаний ВИЗ и ПАО «Сбербанк», у нас на сегодня реализуется конституционное соглашение по строительству Ленского моста. На сегодня по первому этапу, по подготовительному этапу у нас проведены работы по выносу инженерных коммуникаций, это по электроэнергии, по газопроводу. И, как вы уже отметили, вот буквально 8 сентября на прошлой неделе мы получили положительное заключение глав госэкспертизы по второму этапу. Это русловая часть и правобережный подход Ленского моста. И третьим этапом у нас будет это левобережный подход, да, который у нас тоже на стадии разработки проектно-сметной документации. И сейчас Владимир Владимирович Путин дал конкретные поручения дать
определить источники финансирования и сроки реализации. На сегодня мы сейчас, вот после получения глав госэкспертизы, будем получать разрешение на строительство Ленского моста. И как раз на сегодня вот, институт, который на сегодня Гипростроймост, да, у нас Гипростроймост Санкт-Петербург, и гидрологические институты, которые на сегодня тоже принимали активное участие, и также институт мерзлотоведения. Сейчас вот с учетом этого мы сейчас выбрали оптимальный вариант. Это строительство трехпилонного вантового моста. Это у нас все технические решения у нас рассмотрены и согласованы на научно-техническом совете Росавтодора, Федерального дорожного агентства. И у нас длина моста будет составлять 4,2 километра, и с подходами будет это 14 километров. Высота центрального пилона у нас пилонного моста, центрального пилона будет 284, и вот крайних у нас будет 194 пилонов. Ну, я так понимаю, что проект, в общем, он как был утвержден в прошлом году, так сильно таких кардинальных преобразований не претерпел. Нет, почему? Вот я уже отметил, подготовительный этап, все работы мы по стройготовности, ну, строительная площадка готова для начала строительства Ленского моста. Сейчас нам надо определить источники финансирования. Это конкретные поручения, полученные правительством Российской Федерации, да, и сейчас мы начали уже отрабатывать Министерством транспорта России, Министерством финансов и также Росавтодором по определению источников финансирования и также по срокам строительства, реализации. Все это будет зависеть от финансирования. Но хочу отметить, что Ленский мост у нас включен 5-летний план дорожных работ, да, и также у нас вот, план социально-экономического развития Дальнего Востока на сегодня. Ну, я так понимаю, что со стороны города там тоже сейчас расширяются подъездные пути, трассировки, да? На сегодняшний день ведутся работы по реконструкции региональной автодороги у нас. Сейчас в 4-полосном исполнении участок дороги уже выполняется. Также эта работа будет продолжена до примыкания к основным подъездным дорогам самого мостового перехода. И дальше мы понимаем, что введение такого крупного транспортного инфраструктурного объекта в значительной степени поменяет вообще направление транспортных потоков и объем грузов, который будет перетекать из одной части города в другую, поэтому мы уже сейчас понимаем, что в нашем плане дорожных работ городских необходимо предусматривать такие мероприятия, как расширение улицы Чернышевского, возможно, создание каких-то объездных дорог для того, чтобы тот объем грузов, который значительно, практически в 2 раза вырастет по потокам со стороны Табаги, перенаправить на городские улицы, в том числе и создание в рамках мастер-плана таких объектов, как транспортно-сортировочные узлы, логистические узлы, которые позволят нам тот объем грузов, которые мы накопим по результатам завоза через Ленский мост, распределять на улично-дорожную сеть и объекты города Якутска. Но я вот сколько живу в Якутске, сколько себя помню, споры вокруг этого моста были всегда. Вот, но у Александра Николаева всегда была твердая позиция на этот счет. И сейчас уже, я так понимаю, уже вопрос не стоит, нам нужен нам этот мост, не нужен нам этот мост. Да? Вопрос только в сроках, когда это вообще, благодаря чему вот, в первую очередь достигнута такая цель. Как вот так? Как так получилось? Ну, консолидация народа. Это точно. Почему? Потому что ну, на якутском же есть эта поговорка. Да? Вот тот ребенок, который не просит, ну, грудное молоко, да, получается, он не получает этого. А чтобы как-то вот чаяние народа, вот я езжу по экспедициям Центральной Якутии, в любой деревне Центральной Якутии задают вопрос, когда наш мост будет построен, например. Да, вот это вот дошло до республиканских властей, понимают и доносят до федерального уровня. И наконец-то достучались, походу. Так или не так?
Ну, наверное, так. Андрей Алексеевич, вы вот помните, наверное, все эти... Да. всю Ну эту то, что историю. мы первый же день после выборов обсуждаем уже специалисты строительство моста, это же есть вот как раз претворение в жизнь лозунга «Якутия вперед». Вообще я не помню, чтобы такие высокие были показатели на выборах в последнее время. Очень высокие показатели. Вот прав наш эксперт, который говорит о том, что это происходит консолидация, происходит явная такая поддержка не только со стороны федеральной власти в лице самого президента России, но еще и поддерживает и не только мечтает, а уже думает, как этот мост будет построен. И поэтому так и голосуют. Поэтому проценты такие высокие. А иначе вот вы правильно говорите, когда приводит сомнения, разного рода сомнения, ну, понятно, что и оппозиция, и человек такой существо, который подвержен сомнению, а как раз глава республики-то изначально вот, и он говорил о том, что этот мост будет. Поэтому сегодняшний день такой начало нового этапа, вот я это называю третий этап развития республики. Давайте начнем с моста. Вот. То есть он, насколько вообще вот это строительство, его завершение поменяет вот нашу жизнь? Ну, надо понимать, что без круглогодичного сообщения мы фактически находимся в изоляции. Да? Мы же все прекрасно понимаем, каждый год у нас возникают определенные сложности и с завозом грузов, да, и с мобильностью населения. То есть только авиасообщение, конечно, это все накладывает определенные соответствующие издержки и на стоимость всех процессов, на поставку оборудования. Каждый раз все строители нервно подпрыгивают, когда понимают, вот у нас скоро закрывается переправа, да. Когда нам Минтранс даст добро на 5 тонн, когда на 10 тонн, когда на 50 тонн. Вот. Все эти нюансы, они, конечно, будут нивелированы с вводом такого беспрецедентного масштабного проекта. И тут же возрастает роль и Северного морского пути, получается, и в том числе и роль Жатайской судоверфи, да, по которой президент дал отдельное поручение. Да, Жатайская судоверфь, значит, восприняла, весь коллектив мой воспринял очень импульсивно вот это сообщение, что Жатайской судоверфи все-таки заводу быть, если были какие-то сложности, трудности, в основном, конечно, с финансированием, то сейчас, на сегодняшний день, я не вижу никаких предпосылок за то, чтобы этот проект не был завершен. Да, есть сложности и трудности, которые мы прошли. Это и привлечение средств, которые, в общем, у нас не было возможности в связи с тем, что попали в список приватизации. Эта борьба длилась почти 2 года. Естественно, были отставания, они есть на сегодняшний день. Но все мы понимаем, в 2024 году мы закончим строительство, основное строительство. Но надо в 25-м должен сойти первый корабль. Да, нет, немножко не так. В 25-м это будет начато строительство судов, начато строительство. строительство. Да, конечно. Судно, в зависимости от его значимости, конфигурации и так далее и тому подобное. Разный срок строительства. Да, давайте с маленького начнем, чтобы оно в 25-м уже вышло. Нет, у нас на сегодняшний день с ЛОРПом отрабатывается договор на 2 баржи. Они довольно больших размеров, это 120 метров длиной. Вот, и эта работа. Понимаете, мы создаем отрасль. Мы создаем отрасль здесь на месте с нуля. Это и кадровые вопросы, это и вопросы с цифровизацией, автоматизацией и так далее и тому подобное. Тот период, который мы взяли после окончания строительства на пусконаладочные работы, на наладку всего производства, это очень сложный процесс, учитывая, что аналогов нету ни в России, нигде. Мы замахнулись далеко, но я думаю, что это надо делать. Как же иначе? Надо ставить перед собой амбициозные цели, да, как всегда говорит глава нашей республики, не бойтесь мечтать, ставьте перед собой амбициозные цели, и только тогда можно двигаться вперед. Продолжим наш разговор после небольшого перерыва. Оставайтесь с нами, не переключайтесь.
Это программа «Якутия Лайф». Мы обсуждаем поручение президента, и перед тем, как уйти на перерыв, говорили о Жатайской судоверфи. Так, ну, мысль я свою продолжу. О том, что необходимо будет дорабатывать все процессы технологические, учитывая то, что мы нацелились на цифровую судоверфь. У нас очень выгодные в этом отношении условия. Республика является лидером по цифровым технологиям. Задействована группа, она работает. И я надеюсь, что мы все-таки добьемся этого результата. А что значит цифровая судоверфь? Цифровая судоверфь – это не очень, ну как объяснить, это сложный механизм, очень сложный механизм. Ну, приблизительно, если поставить телега, автомобиль. Высокотехнологичное производство. Это не просто высокотехнологичная судоверфь. Это начиная от разработки металла, то есть, и заканчивая самим судном. Четкие границы, четкая расстановка всего оборудования, четкая работа этого оборудования. То есть в основном будут работать специалисты высокой квалификации. Рабочий труд единичный будет, так сказать. Основная масса судоверфи из 600 человек, это порядка 300 человек инженеров с высшим образованием. Это высококвалифицированные специалисты, которые следят за этим оборудованием, которые следят за процессом и так далее и тому подобное. Это что-то будущее. И так вам сейчас, наверное, и кадры для этого нужны? Кадры Рабочие нужны. места будут новые? Конечно, мы занимаемся кадровой политикой с самого начала. Значит, у нас на сегодняшний день, благодаря республике, квоты открыты во многих учебных заведениях. Мы направляем ребятишек. Вот это первый год уже ребята второго курса были у нас на практике. То есть на сегодняшний день они находятся на заводе. Теперь техникум Жатайский, значит, открыто 2 группы. Это робототехника, которого не было, и судостроение. Тоже ребята учатся. Есть еще многие программы по привлечению уже зрелых людей, да, на переобучение их и так далее и тому подобное. Плотно работаем с Минобразованием. А какой порядок? Вот о скольки рабочих местах речь идет сейчас? 665. 665. Да, это на конечном этапе, это будет где-то ближе к 2025 году, когда судоверфь будет выходить на полную мощность, 10 судов в год. Ну и давайте еще одно поручение, наверное, не знаю, что из них главное, да, мост главный или все-таки переселение граждан из аварийного жилья. Но вот все, значит, жилье, признанное аварийным на 1 сентября 2023 года, должно быть, значит, ликвидировано не к 1932 году, к юбилею Якутска, как мы рассчитывали, а к 30-му. Вот о каких объемах идет речь и как справимся? Ну, в целом у нас программа переселения, она действует. Да, у нас, если смотреть действующую программу и дома, которые мы расселяем, признаны до 1 января 2017 года, у нас 162 дома, да, более 60 тысяч квадратных метров. И мы с этой задачей неплохо справляемся и уже в этом году должны полностью, досрочно по городу Якутску эту программу завершить. То, что касается многоквартирных домов, которые признаны после 1 января 2017 года и по 1 сентября текущего года, да, о чем конкретно сказал президент нашей страны, да, это у нас 958 домов и чуть более 434 тысяч квадратных метров жилья. Поэтому задача стоит большая, да, мы понимаем то, что у нас, несмотря на то, что мы реализуем самую масштабную программу по переселению, да, еще проблемы в этой части остается. Да, и неспроста то, что вот в мастер-плане у нас основные мероприятия, одно из основных мероприятий, это как раз вот улучшение жилищных условий граждан, да, и полная ликвидация аварийного жилищного фонда. И сегодня вот эти 950 домов, они должны включиться в новую программу, в новый этап программы. И надеемся, что уже в ближайшие годы мы к этой программе приступим и к 30 году полностью эту задачу решим. Но вот раньше, насколько я помню, была проблема такая, что некоторые дома не были признаны аварийными. То есть они по факту являлись не самыми комфортными для жилья, но официально признаны аварийными не были. Вот в эти 950 домов все ветхое жилье, Да, все аварийное жилье я входит в эту здесь цифру? Расскажу, как работа была выстроена ранее.
как Павел Павлович сказал, у нас основные мероприятия по расселению были в рамках адресной программы. И действительно, туда признанные аварийными до 1 января 2017 года вошло незначительное количество жилья, которое по факту являлось ветхим и аварийным. Это было связано с рядом объективных и субъективных причин, потому что собственники не хотели признавать свое имущество аварийным. Понимая это, мы провели довольно большую работу, и на сегодняшний день аварийными по городу Якутску признано уже 1175 домов. И если мы говорим про прямое поручение президента включить в разные механизмы расселения все аварийное жилье, которое было признано таковым на 1 сентября текущего года, то тогда нужно говорить о том, что у нас фактически все 1175 аварийных домов должны подвергнуться механизму расселения. И здесь, наверное, надо говорить не только о федеральных программах, но и о других механизмах, таких как комплексное развитие территорий, договор развития застроенных территорий, по которым мы работаем уже сейчас. В общем-то, это такая общая задача не только в рамках одного лишь федерального бюджета. Но, получается, все-таки все дома туда войдут, и действительно аварийного жилья не останется. Такая задача перед нами стоит. К 30 году. Ну и также президент страны сказал обновить к 2026 году комплекс высшей школы музыки. Да. Ну вот в народе высшая школа музыки народ знает как канадскую деревню. Это в свое время Михаил Ефимович, первый президент нашей республики, он решил вот проверить, как быстро возводимые эти дома будут вести себя в наших условиях. Это из Канады привез. И когда Министерство культуры, мы убедили его, что там должна быть консерватория, высшая школа музыки, он поддержал. Теперь вот эти дома, они, конечно же, приходят в такое сложное состояние, и правительство выдвинуло предложение на уровень правительства России о строительстве учебного корпуса и общежития. Там учебный корпус, по-моему, 250 мест, общежитие 150. Но сейчас это созрело, это стало востребованным. Дело в том, что вот эти канадская деревня свою миссию завершила. Как раз если бы не была бы открыта высшая школа музыки открыта, то не было бы у нас филармонии сегодня, даже оркестра, театра, оперы, балета не было бы. А сейчас наступают новые времена, и вот то, что Алексей Сергеевич своим письмом убедил и правительство, и Минфин, и другие структуры, это очень такой большой шаг. Шаг в сторону развития культуры, искусства, прежде всего музыкальной, прежде всего для детей. Потому что музыкальные школы по всей республике, у нас большая сеть музыкальных школ. А вот высшие проявления, высшие достижения, они должны пройти здесь обучение. И, кстати, Владимир Владимирович был в те времена, в 90-е годы, и он до сих пор помнит, я вот увидел, эмоционально до сих пор помнит, как это. Он был удивлен, что на вечной мерзлоте, на таких условиях, далеко, где-то 16 километров от города Якутска, появилась такая школа, которая воспитывает детишек от 5-6 лет до консерваторского такого образования. Поэтому это для нас очень большое судьбоносное решение. Ну, действительно, бы не было бы ни филармонии, Да, ни не было бы. виртуозов Якутии, ни... Кадры же это кадры. Можно я скажу насчет Да. филармонии, консерватории? Надо отметить то, что высшая школа, она дает возможность современной якутской культуре сохраниться и быть на уровне с мировой культурой, разговаривать с миром на его языке. Не просто там выехал, взял какие-то призы, опираясь на этническую экзотику, а ты человек выехал на скрипке, фортепиано, например, голосом, например, академическим поставленным. И это все показывает то, что якутская культура, якутский народ и якутяне, они как раз на уровне. Не просто на словах или опираясь на этничность, на таких общемировых стандартах. И это делается в высшей школе. Ну и также, если говорить не только про культуру и искусство, а про креативную экономику в целом, то у нас в мастер-план включен кинопавильон большой, строительство нового кинопавильона. Включено, я не знаю, Лонхоленд попал туда? Вообще, если говорить о ключевых проектах мастер-плана, вообще что такое мастер-план? Это, скажем так, комплексная задача по развитию всей экономики города Якутска, и там
абсолютно разные и различные направления развития. Да? Если мы говорим о транспортной инфраструктуре, да, там есть у нас мост, строительство дорог, все это понятно. Мы говорим о ликвидации ветхого аварийного жилья, то есть тоже конкретные задачи. Также о комфортной городской среде мы говорим, то есть есть ряд ключевых проектов, которые включают в себя благоустройство набережных, центральных площадей, дворовых территорий. То есть это все те запросы, которые сформированы от населения в рамках подготовки вот этой работы, этого масштабного мастер-плана. То есть они родились не на пустом месте. И в том числе одна из основных задач – это развитие креативной экономики, да? В том числе и сфера кино, и сфера IT. То есть и те проекты, которые обозначены как ключевые, это строительство кинопавильона. Уже сейчас работает у нас креативный кластер «Квартал труда». То есть надо понимать одну как бы простую вещь, что мастер-план, он не на ровном месте появился. Да? Есть же предпосылки для определенных направлений развития. И это прежде всего такой экономический документ? Да, конечно. В первую очередь мастер-план – это про деньги, это не про картинки. Вот про деньги мы поговорим сразу после рекламы. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Это программа «Якутия Лайф». Мы обсуждаем поручение президента страны по мастер-плану города Якутска. И, в частности, перед тем, как уйти на перерыв, заговорили о развитии креативной экономики, о ключевых объектах креативной индустрии, таких как кинопавильон. Кинопавильон полного цикла, арктический центр «Эпоса», который уже сейчас у нас реализуется довольно активными темпами. Также у нас одна из основных задач – это создание 20 тысяч рабочих мест в креативной экономике, то есть создание высокой добавленной стоимости. Это вот те цели, которые мы к 2030 году должны достичь в рамках реализации поручений президента. Вот про арктический центр можно подробнее? Это он в народе Алан-Хален называется? Ирина, вот вы говорите Алан-Хален, да, это в свое время Министерство культуры, когда я руководил Министерством культуры, мы провели такой большой такой конкурс среди архитекторов. Но название было там не Алан-Хален, земля Алан-Хо. А журналисты вот так сказали Алан-Хален, и так пошло Алан-Хален. На самом деле сегодня идет разговор об арктическом центре эпоса и искусств. Вот вы говорили про предпосылки, да, у нас же школы есть, арктическая школа, Арктический институт культуры и искусств, сейчас Арктический центр эпоса и искусств. И если так вдуматься, то это процесс закономерный. Это закономерное такое разворачивание, развитие инфраструктуры культуры. Вот. За последние 30-летия в культуре, в искусстве очень много построено объектов. Особенно вот последние 5 лет Александр Сергеевич очень внимательно следил за строительством объектов культуры. Особенно в селах, особенно в районах и городах таких, да. И вот все это в финале все это должно получить такую как бы своеобразную централизацию в арктическом центре. Поскольку арктический центр, вот люди уже видят, наверное, он состоит из 3 куполов, да. У нас, как вы помните, глава издал указ о создании системы домов Алан-Хо, это как раз купольные дома. По всей республике очень много таких купольных домов. Так, вот строители знают, как они сложно строились, какие они имеют свои недостатки. Так. И вот как раз со всей республики творческие коллективы, эти дома Алан-Хо, они будут как бы приезжать сюда и в городе Якутске, в центре, арктическом центре, показывать свои работы, там, творческие достижения и так далее. Но не говоря о том, что этот арктический центр состоит еще из филармонии. Вот как раз вот Высшая школа музыки готовит выпускников, они становятся артистами филармонии, не говоря уже о том, что есть целый театр там, театр Алан-Хо, ну и выставочный зал и так далее, и так далее. То есть это таких объектов в России 4. Вот, это президентские объекты называются. Кемерово, Сочи, там, Владивосток. Поэтому это закономерно в российском масштабе, закономерно в нашем случае. И помимо... Хотя речь шла о мастер-плане Якутска, также была затронута тема и моста через реку Алдан. Да, действительно, была затронута тема не только Алданского моста, да, но и
строительство, реконструкция автомобильной дороги федерального значения Колыма. Колыма. Да. Это свяжет Магаданскую область с Магаданом, да, Якут с Магаданом. Это будет круглогодичное сообщение. И у нас на сегодня идет разработка проектно-сметной документации по мостовому переходу через реку Алдан. И у нас с этими через реку Амга и Алдан у нас проект подразумевает сразу 2 моста, да, и у нас длина моста составит порядка 4 километров, и стоимость проекта составляет порядка 115 миллиардов рублей. Поэтому это очень тоже крупный объект, капиталоемкий. И на сегодня у нас, как вы знаете, автодорога Колыма пролегает по горной местности, да, есть опасные участки. Да, там прижимы, Да, она прижимы. петляет. Ага. Альчанский перевал, Нерский перевал. И на сегодня ведутся работы по Заячьей петле, да, где у нас идет реконструкция вот Заячьей петли. И поэтому вот эти работы мы должны дальше проводить. Сейчас уже идет корректировка плана дорожных работ по ФАТ Колыма. И хочу отметить, что в прошлом году мы дошли с асфальтированием до села Чурапча, да, Чурапчинского района, и мы дальше должны идти до Итыккёль, и до 2026 года должны дойти с асфальтобетонным покрытием до села Итыккёль. Да, кстати, вот поскольку мы говорим все-таки о поручениях, касающихся Якутска, ведь мастер-план Якутска, он касается всей агломерации, да? И вот в связи с этим я хотела спросить, а есть ли планы там по развитию Нижнего Бестяха? Он же так или иначе попадает, ну, то есть там будет вторая часть моста. Ну, Нижний Бестях, в как рамках будет называться? мастер-плана как таковой Нижний Бестях не фигурирует, да, как отдельный... Нет, ну да, но как- может как быть у отдельный Министерства муниципалитет. строительства есть свои планы по поводу Нижнего Бестяха. По Нижнему развития. Бестяху, ну, у нас в целом, да, если смотреть по стройке, да, в целом у нас по всей республике строительство ведется, да, но для Нижнего Бестяха тоже там отдельное внимание уделяется, да, строится активно жилищное строительство, да, строятся объекты культурного, да, центр культурного развития на сегодняшний день строится. Помимо этого мы будем строить объект здравоохранения, да, поэтому в этой части она как бы работа синхронизируется с теми задачами, которые по развитию республики, да, и в частности города Якутска. Она идет. То есть мы же понимаем, что если мыслить горизонтами там, в 50 лет и в 100 лет, да, то у нас когда-нибудь Якутск окажется на 2 берегах реки, как, ну, собственно, многие другие города. Ну, как Новосибирск. Новосибирск стал Новосибирском, когда там появилась железная дорога, ну, мост железнодорожный. И сейчас никто не помнит там, что Новосибирск раньше назывался Новониколаевск, например. Да. И Нижний Бестях, он является таким поселком, который влияет на всех жителей того берега. Если, например, Тюнгюлю, например, Балыктах, там, да, вот. Тот же самый пазик, который ездит Нижний Бестях, Чурапча, да, по-моему. Нижний Бестях, Чурапча. Да. Вот это уже меняет повседневный ритм людей, жизнь людей вот кардинально. Ну, надо понимать, что у нас железная дорога с той стороны, поэтому Да, если еще у не нас забываем есть железную дорогу. будет круглогодичный мостовой переход, который позволит все плюсы железной дороги объединить, да, с большим населением города Якутска, то, соответственно, так или иначе мы все равно рано или поздно придем к какой-то такой большой агломерации. А вот насколько у нас ресурсов хватит для реализации этих проектов? Людских? Людских, финансовых? Но если говорить про программу переселения, то сегодня мы уже оцениваем в текущих ценах задачу по расселению из аварийного жилья, да, это более 56 миллиардов рублей, да, по той стоимости квадратного метра, которая утверждена приказом Минстроя Российской Федерации. Это то, что касается финансовой части. То, что касается строительных площадок. Мы активно ведем работу по увеличению градпотенциала города Якутска, по вовлечению в оборот земельных участков, да, для жилищного строительства. Ну и те же самые проекты КРТ, которые вот сегодня у нас запускаются и которые планируются к запуску, да, они как раз будут площадкой, плацдармом, основой для того, чтобы реализовывать эту задачу. Да, у нас на том же квартале спортивном, да, 160 аварийных многоквартирных домов находится, да, планируется уже построить 46 многоквартирных домов, и площадь уже там, порядка 320 тысяч квадратных метров. Если мы условно 2 таких квартала расчистим и на их месте построим новые квартала, то практически уже задачу по новому жилью решаем. Ну и, соответственно, у нас мастер-план должен быть сбалансирован, да, для того, чтобы на тех площадках, где у нас находится аварийное ветхое жилье, появлялись новые объекты.
Не Ну, обязательно жилищные, может и социальные объекты, общественные пространства и так далее. Ну и завершить хочу вопросом, который волнует сейчас всех жителей столицы. Это завершение ремонта дорог по проспекту Ленина. На сегодня что там открыто и что до завершения сезона еще успеете сделать? Да, конечно, последние 2 года ключевой объект дорожного строительства – это капитальный ремонт проспекта Ленина. В прошлом году мы завершили укладку дорожного полотна на одном участке. В этом году уже заасфальтировали полностью дорожное полотно до улицы Хабарова и до улицы Красноярова. Сейчас сквозной проезд в тестовом режиме у нас открыт, но еще остаются работы по обустройству наружного освещения, некоторых элементов благоустройства, элементов регулирования дорожного движения, автобусных павильонов. То есть пока у нас проспект открыт в тестовом режиме, мы не можем запустить общественный транспорт, но мы понимаем, что население постоянно эту задачу перед нами ставит, и в рамках действующего контракта до конца октября мы работу должны завершить. То есть открыть полностью движение Совершенно верно. по проспекту. А со следующего года начнутся уже работы по реконструкции площади Ленина? Они уже начинаются с этого года. Да. У нас Ну, в рамках- активной фазе, так скажем. в рамках новых механизмов по инфраструктурному меню предусмотрены специальные казначейские кредиты, да, и Республика Саха-Якутия, защитив свою заявку, забюджетировала реконструкцию площади Ленина. Сегодня уже идут работы бумажные, это отбор подрядной организации, да, как бы вот. И активная работа уже начнется с текущего года, но вы правы, то, что самый пик работы, он, конечно, придется на следующий строительный сезон. Ну что ж, спасибо всем. Надо подытожить, что поручение президента страны – это результат работы десятилетиями и, самое главное, командного подхода команды города и команды республики, что достигнуто в последние годы. Предстоящие года действительно станут переломными для всех нас. Якутск встретит 400-летие в новом облике. И главное, чтобы мы сейчас все стали активными участниками этого процесса, начиная от главы Якутии, главы города Якутска и заканчивая каждым якутянином. Это была программа «Якутия Лайф». Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия.